Темы встречи острые, наболевшие и безотлагательные. В ДК Икажево собрались местные жители, муниципалы, сотрудники МВД и старейшины. Диалог сложился с первых же минут. Участники сразу обозначили основные проблемы сегодняшних дней. Результаты сегодняшней нашей встречи это не только для МВД по Республике Ингушетия важны. Это и всей республики в целом. Хотелось бы остановиться на некоторых вопросах, которые могут быть решены только в тесном взаимодействии с сотрудниками органов внутренних дел, с компетентными, уважаемыми представителями гражданского сообщества. Первый вопрос встречи – проведение свадеб. Такие торжества в республике проходят с особым размахом и часто с печальными последствиями. Десятки автомобилей в кортеже, сотни нарушенных правил и стрельба. Начало новой жизни в любой момент может обернуться грустным концом, а праздник стать трауром. И такие примеры есть. Представитель МВД напомнил об ответственности перед законом за незаконное хранение оружия и его применение. Забегая вперед, хочу сказать, уважаемые земляки, если по сравнению не только с Северокавказским федеральным округом, даже по всей России, самые большие расценки у нас Ингушетии являются по добровольно-возмездной изъятию оружия, то есть за вознаграждение. В качестве примера хочу взять вот и наши соседние субъекты: Осетия, Кабардино-Балкария, Карачево-Черкесия. Возьмем, к примеру, пулемет Калашников, мы все знаем. В наших субъектах за безвозмездное сданное оружие гражданин получает по 15 тысяч рублей. А у нас в Республике Ингушетия это 37 500. Автомат Калашникова в наших субъектах получает по 10 тысяч рублей, а у нас в Ингушетии 35 тысяч рублей. Благополучно не назовешь и ситуацию на дорогах республики. Начальник управления ГИБДД Алексей Пасечный привел статистику аварий, согласно которой число ДТП в регионе снижается. Но происшествия с летальным исходом, к сожалению, все еще частые. Неуклонно этому курсу следует. По итогам 2021 года достигнуто снижение по всем показателям. За истекший квартал этого года у нас зарегистрировано 33 ДТП. В прошлом году 49, в которых 7 человек погибло, в прошлом году 10. И 47 получили ранения, в прошлом году 82. То есть снижение по всем трем показателям. Вместе с тем, за этими цифрами скрывается горе людей. Смерти – это осиротевшие дети, это родители, убитые горем, которые хоронят своих детей. И все это, по большому счету, зависит от нас, от тех, кто садится за руль, от тех, кто переходит дорогу не по пешеходному переходу, от тех, кто позволяет себе сесть за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Я коротко доведу: 113 человек за 3 месяца было задержано, задокументировано, которые управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного наркотического опьянения. И, к сожалению, хочу констатировать, это все жители нашей республики. Свои предложения и видение обстановки обозначают и жители, задают вопросы членам президиума. Я вам скажу, вы в своем докладе сказали, что одна жизнь – это несколько душ, стоящие за этими людьми. Там, что это такая-то семья, она лишается кормилица, там, если мать, вот вы сегодня говорите, что Мерседес наехал на женщину в Назране. Ну, там есть статья за передачу руля там несовершеннолетнему, или за статья есть в нетрезвом состоянии, там управлять автомобильными средствами. Ну, какие меры сегодня воздействия принимаете вами в целом по... Есть такая статья в Уголовном кодексе 264, часть 1. Это повторное управление транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления, за управление в состоянии алкогольного опьянения. То есть, коротко объясню, это человек, который уже позволил себе сесть в состояние опьянения за руль. Это было пресечено. Судьей он был лишен права управления, и он второй раз употребляет эти вещества и напитки, и садится за руль. Таких за 3 месяца 42. Я считаю, вот это 42, это преступники, причем преступники ярые, ярко выраженные, с которым нужно применять максимальные меры уголовного воздействия. Госавтоинспекция работает, и дальше будем работать, но только с вашей помощью мы можем победить.
Наркомания, мошенничество и проблема алкоголизма. В решении асоциальных явлений нужна обратная связь с населением. И такие встречи как раз направлены на ее налаживание. Эффективность профилактической работы зависит от каждого. Муслим Ганиев, Асхаб Билакиев. Новости 24.